уважаемые гости, мы приветствуем вас на торжественном вечере, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Внимание! Под вынос государственного флага Российской Федерации, копии Знамени Победы и государственного флага Республики Северная Осетия-Алания прошу всех встать. На сцену приглашается глава Республики Северная Осетия-Алания Вячеслав Зеленханович Петаров. Уважаемые ветераны, дорогие друзья, День Победы – это не просто дата в календаре торжественных мероприятий нашей страны, это период в истории России, который показал всему миру человеческий дух, его волю и мужество. Прошло 72 года, но и сегодня День Победы остается самым важным и значимым событием 20 века, вершиной воинской славы. Многонациональный народ Осетии понес в годы войны невосполнимые человеческие потери. С поля боя не вернулся каждый второй воин.
Долгожданная победа досталась нам очень дорогой ценой. Но мы всегда будем помнить своих героев, их жизни отданы во имя сегодняшнего мира и во имя счастливого будущего новых поколений. Особое поздравление сегодня самым почетным гостям, нашим дорогим ветеранам. У вас мы учимся жить и побеждать. Пусть День Победы станет свидетельством нашей искренней благодарности всем участникам Великой Отечественной войны и заслуженной гордости за нашу страну. Ради ее независимости и свободы сражались наши отцы и деды. Ради ее мира и счастья работаем сегодня все мы. С наступающим праздником вас, дорогие друзья! С Днем Великой Победы! На сцену приглашается командующий 58-й общевойсковой армии генерал-майор Никифоров Евгений Валерьевич. Дорогие ветераны, фронтовики, товарищи генералы, офицеры, сержанты и солдаты, товарищи суворовцы, юноармейцы, уважаемые друзья, поздравляю вас с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Это торжество, в котором слились воедино радость, память и скорбь. Сегодня мы отмечаем и государственный, очень любимый семейный праздник. Он стал символом единства народа Советского Союза, России. В этой сплоченности, преданности Родине, наша истинная сила, уверенность в завтрашнем дне. Дорогие ветераны, этот праздник мы отмечаем благодаря вам, вашему героическому подвигу, ценой невероятных титанических усилий, мужества и самоотверженности вам довелось отстоять независимость нашего Отечества. Осетия, Родина народа-воина, народа-государственника, внесла большой вклад в дело победы над фашизмом. Свыше 90 тысяч ее сыновей и дочерей ушли на фронт. Каждый второй не вернулся домой. Здесь, у стен Владикавказа, у Хэттовских ворот, был восстановлен и разгромлен прорвавшийся к стратегическим нефтяным месторождениям враг, судьбоносное место 42-го. Отсюда он наступал до самого Берлина. Уважаемые ветераны, великие победы наших отцов и дедов, громадный потенциал, неиссякаемая стойкость, проявленная ими в годы Великой Отечественной войны, по сей день останавливают агрессивные поползновения врагов. Мы прекрасно осознаем, насколько важна роль армии в сохранении мира и стабильности в стране и вблизи наших границ. Уроки истории говорят о том, что мы на планете не утверждаемся сами по себе, что нужно быть бдительными, не допускать двойные стандарты, близорукого понимания тех, кто вынашивает новые преступления и замыслы. Но Россия неуклонно обретает свое величие, становясь великим центром международной стабильности. Дорогие ветераны, военнослужащие 58-й армии добросовестно выполняют свой воинский долг, показывают пример стойкости и самоотверженности в повседневной жизни, проявляя героизм и мужество в боевой обстановке. С честью несут нелегкую службу по защите государственных интересов и безопасности страны. Продолжая славные традиции воинов-освободителей, готовы и способны выполнить любой приказ Верховного Главнокомандующего. Здесь, на земле Алании, в годы Великой Отечественной войны, 58-я армия получила боевое крещение. Здесь она продолжает свою историческую миссию уже 21 год, в 21 веке. От имени личного состава, веренного мне объединения, сердечно поздравляю вас с праздником Великой Победы. Желаю вашим уважаемым ветеранам крепкого здоровья и долгих лет жизни, нынешним и будущим защитникам Отечества доброго здоровья, уверенности в завтрашнем дне, стойкости и мужества, достойной жизни на мирной земле. С праздником вас, дорогие товарищи, с Днем Великой Победы! На сцену приглашается первый заместитель председателя Совета ветеранов Республики Северная Осетия Алания, генерал-майор авиации Федоров Руслан Александрович.
уважаемые участники Великой Отечественной войны, уважаемые друзья, 5 мая в Сталинграде на Мамаевом кургане при поддержке главы республики Вячеслава Зелимхановича Битарова торжественно открыли памятник нашим землякам, погибшим в Сталинградской битве. Такой же памятник будет открыт 23 августа на мемориале Курской битвы. Это тому, что подвиг своих героев народ помнит, и дай Бог будет и мемориал памяти во Владикавказе, где будут запечатлены имена всех наших воинов, не вернувшихся с полей Великой Отечественной войны. Нам не могут простить эту победу. В начале 2000-х годов Пентагону и НАТО показалось, что они согнули Россию, да не разглядели, что наша армия нагнулась зашнуровать берцы, чтобы выпрямиться и дать отпор любому, кто посмеет посягнуть на нас. Я обращаюсь к вам, участники Великой Отечественной войны, ветераны локальных войн и военных конфликтов. Наша с вами задача сегодня быть ближе к подрастающему поколению. Ближе – это значит на расстояние вытянутой руки, чтобы дошкольник, школьник, студент, работающий, не работающий, молодой человек, вытянув руку, нашел плечо ветерана, окунулся в море патриотизма, а не в зловонные социальные сети компьютера. Это наша с вами главная задача, и тогда мы будем уверены в завтрашнем дне. Сегодня пытаются исказить историю наследники Бандеры, Шуховича и других на Украине. Объявили 9 мая днем памяти, а бессмертный полк смертным полком. Ну, видимо, это правильно. Победители проводят парад победы и проводят бессмертный полк, а побежденные память и смертный полк. Так, правильно. Валах измарай волохор жаховат, хадыма намыш. Внимание! Под вынос государственного флага Российской Федерации, копии Знамени Победы и государственного флага Республики Северная Осетия Алания прошу всех встать. Вахас шалдат дахиул, ушламаба прожармаш. Тахшаш фатгу жахариул, кадыня паштак муфтхаш.
Я Фарштагулов, Палаудан, Нормая Голфорижеташ, Шахалса Хотахта Ишбудон, Канын Сарткираны Нахаш, Ар Оғалар Дагайкошы, Маршу Зрашцыма Кампу, Прахкал Гагаш Батаранкошы, Шахама Арв Канын Самбу. Луиси. Змотавашта. Авашт Арахам Куш Паси. Сама Анушты Дархахашта. Якой Дарни. Сама Айват Ванкон Архаштак. Архаштагна. Сама Арс. Уратах. Мудывин Змитхашак. Я танак бажак Арсат. Аргаш Тарашут Жаринтан Хурой. Ялала Ахам Симут Вышт. Амашалда Жарда Турой. Жандакай Пампак Архашт. Кашишалда Ясашта Жара. Автау Акази Шифтара. Талангай Гуловарна Жара. Анкушевидный Шара. Шапали Шапал. Буршак хижа, я роды зизи еханце, жалдатны чихи. Басы тише, жахал садишак таесы, сама собой авифана. Я жардабайды так аржын, а моя саштытан шабына, двое хаушиче. Ежынты фатау сылагашт, Нарвы баржей кулайлауы, Машалдат, Дуыша зашсып, Сақчын саштшыдай. Кау. Май 45-го. Счастье переполняло сердца, и на глазах наворачивались слезы. Слезы радости и слезы счастья одновременно. Май 45-го – это начало новой жизни, жизни без войны. И пусть проходят века, десятилетия, но каждый год, 9 мая, люди будут поздравлять друг друга главными словами. С Днем Победы! Низкий вам поклон, наши дорогие ветераны. Спасибо вам за счастье и за мирную жизнь. Наш праздничный концерт в вашу честь. На сцене хор национальной песни Государственной филармонии Северной Осетии под руководством народной артистки Республики Северная Осетия Алания Ольги Джамаевой. Ох, на
С Днем Великой Победы вас поздравляют народные артисты Республики Северная Осетия Алания Ольга Фролова и Валерий Сабанов. Ты ждешь ли завета от друга привета, и не спишь до рассвета, все грустишь обо мне. Одержим победу, тебе я приеду на горячем боевом коне. Одержим победу, тебе я приеду на горячем боевом коне. Едешь ты со мною, ворота открою, ты со мной, я с тобою, неразлучный вовек. В тоске и тревоге не стой на пороге, я вернусь, когда растает снег. В тоске и тревоге не стой на пороге, я вернусь, когда растает снег. Эй! Моя дорогая, я жду и мечтаю, улыбнись мне при встрече в несмелым бою. От нам прикажи вы до свадьбы женитьбы и обнять любимую свою. А мне прикажи вы до свадьбы женитьбы и обнять любимую свою. И обнять любимую свою. С праздником! Праздником, дорогие! На сцене детский образцовый ансамбль народного танца Республиканского дворца детского творчества «Маленький джигит». Руководитель, заслуженный работник культуры Российской Федерации Таймураз Кокаев.
праздником Победы вас поздравляет народная артистка Республики Северная Осетия Алания Тамара Фидарова. Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиной, стихи утром с майским садом, с гибкою ветром, с вешней черемухой, далью той туманною, самую далекую, самую ждать. Как это все случилось, какие вечера, 3 года ты мне снилась, а встретилась вчера. Не знаю, больше зная, мечту свою храню. Тебя, моя родная, ни с кем я не сравню. Мне тебя сравнить бы надо с первою красавицей, что своим веселым взглядом к сердцу прикасается, что походкой легкою пронеслась нежданная, самая далекая, самая желанная. Как это все случилось, какие вечера, 3 года ты мне снилась, а встретилась вчера. Не знаю, больше зная, мечту свою храню. Тебя, моя родная, ни с кем я не сравню. Как это все случилось, какие вечера, 3 года ты мне снилась, а встретилась вчера. Не знаю, больше зная, мечту свою храню. Тебя, моя родная, ни с кем я не сравню. Тебя, моя родная, ни с кем я не сравню. Праздником Победы нас, друзья! Не сыскать стороны некрасивей, молода, приветлива, сильна, оттого и названа Россией в той далекой древности она. На сцене детский образцовый ансамбль танца Республиканского дворца детского творчества «Сюрприз». Руководитель Ольга Громова.
Дорогие ветераны, с праздником вас поздравляет суворовец Северокавказского Суворовского военного училища Вадим Каргиев. Расколото небо, сирены вой, и трудно уже дышать. Письмо не окончил, унес с собой, и взвод пошел убирать. И в строчках последних к своей семье он душу излил сполна. Он просто собрался любить и жить, но скомкала жизнь война. Он просто собрался любить и жить, но скомкала жизнь война. Другу в окопе посмотрит в глаза и поцелует от бросок. Но ничего, прощай, браток. Ему так хотелось о многом сказать и детям дать последний наказ. Но ничего не изменить опять приказ. Но ничего не изменить опять приказ. Красивым и молодым в памяти тот солдат, взглянув на прощание, на эту жизнь, другой шагнул наугад. И только для той, кому было письмо, он вечно будет живой. О, сколько таких сиротливых глаз ждут вечно мужей домой. О, сколько таких сиротливых глаз ждут вечно мужей домой. Ему так хотелось о многом сказать и детям дать последний наказ. Но ничего не изменить опять приказ. Но ничего не изменить опять приказ. Дорогие ветераны, поздравляю вас всех с праздником! Спасибо! Еще раз с праздником! На сцене заслуженная артистка Республики Северная Осетия Алания Залина Захоева. Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечу к плечу растаем землю тут. Горит и кружится планета над нашей родиною.
беды. А значит, нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, но все ж бессилен он. Сомнение прочь уходит в ночь отдельный. 10-й наш десантный батальон, 10-й наш десантный батальон. Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим. А значит, нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнение прочь уходит в ночь отдельный. 10-й наш десантный батальон, 10-й наш десантный батальон. От Курской Орла война нас довела, до самых вражеских дорог такие, брат, дела. Когда-нибудь мы вспомним это и не поверится самим. А значит, нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, но все ж бессилен он. Сомнение прочь уходит в ночь отдельный. 10-й наш десантный батальон, 10-й наш десантный батальон. С праздником вас, Барагонов Ольга. Ансамбль народного танца Республиканского колледжа культуры «АМОНД». Руководитель Сергей Курганов.
друзья, с Днем Победы вас поздравляют народная артистка Республики Северная Осетия Алания Алла Хадикова и Алана Хадикова. Роберт Рождественский. Баллада о зенитчицах. Читает народная артистка Республики Северная Осетия Алания Анжелика Тер-Давидянс. Oh
разглядеть за днями след нечеткий. Хочу приблизить к сердцу этот след. На батарее были сплошь девчонки, а старший был 18 лет. Лихая челка над прищуром хитрым, бравурное презрение к войне. В то утро танки вышли прямо к Химкам, те самые, с крестами на броне. И старшая, действительно старея, как от кошмара заслоняясь рукой, скомандовала тонко: батарея, ой, мамочка, ой, родная, огонь и залп. И тут они заголосили, девчоночки запричитали всласть, как будто бы вся бабья боль России в девчонках этих вдруг отозвалась. Кружилось небо снежной рябой, был воздух обжигающий горяч, былинный плач висел над полем боя. Он был слышнее разрывов, этот плач. Ему протяжному земля внимала, остановясь на смертном рубеже. Ой, мамочка, ой, страшно мне, ой, мама! И снова батарея! И уже перед ними, посреди земного шара, левее безымянного бугра, горели неправдоподобно жарко 4 черных танковых костра. Раскатывалось эхо над полями, бой медленной кровью истекал, зенитчицы кричали и стреляли, размазывая слезы по щекам, и падали, и поднимались снова, впервые защищая наяву и честь свою. В буквальном смысле слова и родину, и маму, и Москву. Весенние пружинистые ветки, торжественность венчального стола, неслышанные ты моя навеки, несказанные я тебя ждала. И губы мужа, и его ладони, смешное бормотание во сне, и то, чтоб закричать в родильном доме: ой, мамочка, ой, мама, страшно мне. И ласточки, и дождик над Арбатом, и ощущение полной тишины. Пришло к ним это после 45-м, конечно, к тем, кто сам пришел с войны. Дорогие друзья, с Днем Победы вас поздравляет заслуженный артист Республики Южная Осетия Вано Бекоев. Господа офицеры, по натянутым нервам я горд
восставляет за Россию свою. Тем, кто выжил в Афгане, свою честь не изгадит, кто карьеры не делал от солдатских кровей. Я пою офицерам, матерей пожалевших, возвратив им обратно живых сыновей. Офицеры, офицеры, ваши сердце под прицелом за Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свобода вас сияет, заставляя в унисон звучать сердца. Господа офицеры, как сберечь вашу веру на разрытых могилах, ваши души, ребят? Что ж мы, братцы, наделали, не смогли уберечь их, и теперь они вечно глаза нам глядят. Уходят ребята, растворяясь в закат, позвала их Россия, как бывало не раз. И опять вы уходите, может, прямо на небо, и оттуда на сверху прощаете нас. Спасибо. Спасибо. С праздником. На сцене трио гармонистов, преподавателей Республиканского колледжа культуры. Алина Агнаева, Сослан Коцлов, Туган Тулаев.
Дорогие друзья, с Днем Победы вас поздравляет Зераса Федарова. На сцене победитель всероссийских и международных конкурсов, участница телепроекта «Синяя птица», воспитанница Республиканского дворца детского творчества Вероника Хутиева. На
Дорогие друзья, уважаемые ветераны, с Днем Великой Победы вас поздравляет лауреат международных и всероссийских фестивалей, лауреат Государственной премии имени Костаки Дагурова, Государственный камерный хор «Алания», художественный руководитель и дирижер, заслуженная артистка России, лауреат Государственной премии Российской Федерации Агунда Кокойти. This is
День победы, как он был от нас далек, как костры подушным таял уголек. Были толстые, обгоревшие пыли, этот день мы приближали, как могли. Это день победы, он образ, это праздник, сила и на висках. Со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Наши
своей земле, своему народу. Силы и здоровья вам, дорогие ветераны! С праздником, Осетия! С Днем Победы!